Смотрите. Капает. Дождик-то капает. О, люди вон с зонтиками бегут. С зонтиками. Вот. Кто не верит. Тут лужи. Лужи, смотрите, лужи. Обалдеть. Вот лужа вот такая вот, она что куда-то туда идет. Ух. Скоро надо будет сапоги, как в Анапе, одевать, чтобы пройти по лужам. По лужам. Мне пришлось вот такой вот на себя напялить этот. Ой! Ну, у меня, в принципе, не как это? Халат, да? Непромокаемый. С капюшоном. Чтобы вот пройти сейчас. Сейчас у нас 22 августа. Вечер уже. Вечер. Так. Вон вывеска. Чистая вода тут. Чистая вода. А зачем чистая вода? Если у нас дождевая вон хорошая падает с неба. Вот какие лужи, смотрите. Ну а мы с вами сейчас погуляем немножко. Пройдемся по улице. Это улица Губина. Так. Вот ручейки уже потекли. Смотрите, ручейки. Вот здесь вот ручеек текет. Смотрите, вот с дороги, вот он куда-то сюда уходит. Так. Если там капли на экран капают, вы принимите во внимание, что это появляются, вернее, что у нас так, вот он здесь кончается, и пока туда не течет. Но если больше будет, конечно, вот в дождь идти, то, естественно, он куда-то сюда протекет, и он в ту лужу, по-моему, там. Ну, это вот тут вот у нас вот этот гараж с надстройкой на второй этаж. Вот смотрите, второй этаж, да? Во, лужа, смотрите, лужа, шикарная лужа. Так, вот смотрите, мы сейчас тут обмелело, вот здесь вот река протекает, река-канал, не знаю, как ее точно назвать, вот, но сейчас обмелело, потому что я сейчас здесь хожу посуху, а вообще надо идти вот посюда, смотрите, вот посюда надо идти по этому мостику. Это тут плита специально положена, чтобы вот проходить. Ну, подсохло у нас в Якутске-то, дождей недавно не было. Как бы, и вот, соответственно, сейчас тут ничего не текет. Но весной тут здорово было, текло. Ну вот тут аж с дома капает, лишь бы мне только не накапало. Так, давайте зайдем с вами. Вот тут дождь точно не течет. Вот. Это как сваи у нас. О, видали, да? Слушай, сколько, какие там струи текут прямо. Это вот сваи. Вот таким вот образом весь Якутск построен на таких сваях, иначе он просто не сможет стоять, иначе просто, о, смотрите, вот тут-то какая струина, вообще поток сплошной, иначе оттает грунт, и здание просто все основания через какое-то время они набекренятся, и здание просто рухнет. Вот. Здесь видно, что были какие-то подтеки вот в этом месте. Угу. Потому что вот эти капли, вот они как бы засохшие, да? Вот тут трубы протекают. Вот здесь вот везде это видно, наблюдается. Вот это вот одна из проблем, то что горячая вода может протечь и как бы фундаменту навредить. Так, куда я пришел? Сейчас могу ли я отсюда выйти? Мне кажется, что нет, тут какая-то... А, вот это, видать, конструкция. Это уже, смотрите, это усиление свай, что ли. Вот это наварили они.
или что тут было такое. Не понимаю. Ну да, вот эти вот уже, смотрите, их уже железные такие сделали. Как бы, чтобы они не рассыпались или что, не разрушались. Железные. Да, и все, и пришли мы здесь. Тут какая-то непонятная... Для чего это? Для труб какой-то склад. Так, а здесь как я пролезу? Здесь, по-моему, я никак не пролезу. Да, придется обратно их пилить, что ли. Какая красота капает. Круто оттуда. Ну, а здесь дождик такую вот речку небольшую создал, как бы. Небольшую. Ну, этот дождик всего сейчас, наверное, идет. Я вот пока этот шум услышал, где-то, наверное, сейчас. Поэтому недавно. Так, давайте куда-то сюда, а тут тоже не пройдет. Вот здесь дворик вот такой аккуратный. Ну, конечно, дождик. Кто тут будет сейчас сидеть, играть? Все по домам, естественно. Смотрите, какие-то клумбы даже. Супер. А здесь что за пристрой такой непонятный? Кто-то себе соорудил, отгородил. О, березки какие красивые. О, вот это да. Вот это лужа. Смотрите, она протекает через вот эту дырку туда. И получается, что здесь вот этот ручей. Этот ручей, он туда куда-то текет. Он, кстати, там два ручья вместе. Ладно, мы вот по этой лестнице пройдем. Ух ты, тут заросло-то все. Тольником вот этим вот. И он весь мокрый, естественно. Ё-моё, еще камыш здесь. Все это заросло. Ох, главное мне не упасть. О, смотрите. Вот. Этот ручей, он, короче, вот сюда вот протекает. И там, насколько я знаю, есть вот эта тропинка, и именно туда идет. Тут вот видите, вот такие вот плиты положили. Кусочки плит, да? Кусочки плит. Вот тут, смотрите, тоже кто-то крыл, видать, какой-то канал был. Ну, поскольку у нас засуха, все это повысыхало. Сами знаете, да? Дождей много не было. О, что тут творится-то, а? Вот это да. Вот это да. И тут тоже, смотрите, какие лужи. Сейчас мы с вами выйдем на озеро. Тут озеро есть. Сейчас с вами пройдем к нему такими потаенными тропами. Кто-то тут пивас распивал. Так. Ой. Извините. Так, вот. Что тут, червей копали, что ли? Похоже на то. Ой, вот тут такое озерцо. Да, оно сейчас... Ох ты, дождик усиливается, слушайте. Капюшон надо на себя опять напяливать. Ну, оно, слушайте, обмелело, да, вот оно туда. Вот тут мозг где обмелело и, соответственно, вот этой водорослью вся поверхность поросла. Вот тут вот пейзажик вам. Дождик, кстати, усиливается вот, временами. Небо-то все, смотрите, какое небо, все в облаках. Кошмар просто, кошмар. Или хорошо, я даже не знаю. Но вроде бы хорошо. Затушит пожары. А то у нас уже тут солнышко вышло и жарко стало. А в этом ничего хорошего нет в жаре-то. Смотрите, а тут где панда и журавль, какой этот... Это... Кто это, голуби или кто? Панда, журавль, ресторан. Вот лужа такая. И все ошпаривает. Что-то слабо хранится. Тут тоже подтапливает немного. Проезжает. Ну, здесь мостик такой. Тут стекает. Дренажи, дырки. Вот оно, это озеро. Заросло все.
Ну вот вам вид. Пересечение улицы это, господи, Богатырева и Дзержинского. Улица Дзержинского, само собой. Тут асфальтик был уложен, но вот эти ямки, они все заполняются. Ой, ой, что там творится-то, а? Эти машины гоняют. Просто ужас. Так, что если еще вот дождь будет какое-то время, то еще больше воды будет. Сейчас пока ерунда это у нас. Так, ну что, идем? Идем. Там, а вот здесь вот лужина-то какая, ё-моё. Тут машина проносится, когда страшно делается. Во, тут даже, смотрите, как бы топит потихоньку. Топит улица. Но я говорю, если еще дожди будут идти, еще больше воды, естественно, у нас вот эта вот дренажная система, она плохо справляется. И будет вода, надо будет откачивать. Ух ты, кто-то кроссовки оставил, ё-моё. Никому не нужны здесь вот. Так, а здесь вот, смотрите, лужа такая, что ее приходится обходить нам. Или перепрыгивать, кто как сможет. Ну а здесь, вот что, смотрите. Тут даже сложно уже пройти. Ё-моё. Я говорю, если так дождь, смотрите, тут кто-то прокопал вот этот канал, да, видите, да? Вот сейчас вот без канала такого сложно. То есть, если его не будет во дворе, там потоп будет у людей. Потоп реальный. То есть, вот такие вот дренажные системы, они спасают. Это что такое? Живут, что ли, тут? А нет, не живут. Там где-то сзади залезли. Вот тут теплотрасса такая вот раньше строилась. Ой! При Советском Союзе. Вот отсюда. Вот смотрите, как здесь все организовано. Вот это вот ручеек этот вот по этой дренажной системе, он отсюда протекает. Вы смотрите, какая тут лужа образовалась. Ого, нормально, да? И вот если бы не было того стока, то в воде куда течь? Она бы тут и застаивалась бы. То есть обязательно должны быть, вот сейчас вот потепление климата, там то все, говорят, дожди там типа будут, а ну, может для Якутска это не совсем актуально, но вот вообще дренаж должен быть нормальный в городе. Вот я забрался на эту, где тут дворец культуры у нас, вот он такое, такой монумент какой-то. Вот я сверху здесь. Сейчас здесь машин нет, вообще он работает, не знаю. Можно посмотреть на улицу Дзержинского отсюда. А здесь водичка скапливается, вот она здесь так вот застаивается. Ну и здесь вот такой есть скверик Карла Маркса, или как он называется, где можно в принципе в хорошую погоду посидеть. Но то, что здесь две улицы, вот это Дзержинского и там Пояркова, это не совсем, конечно, хорошо. Шумные. Вот он, Карл Маркс, так сказать, основоположник научного коммунизма. Карл Маркс. Открыт он... когда поставлен, ничего не написано что-то. Вот он стоит здесь уже сколько лет, ну давно уже. Давным-давно. Кто его соорудил-то, ничего не понятно. Но с гранита хорошая глыба. Ну а здесь вот этот ручеек, речка, да, начинает потихоньку образовываться уже и куда-то туда стекать. Вот здесь водичка образуется, и она начинает течь. Это мы сзади Дворца культуры находимся. Сейчас мы вот здесь вот таким вот путем пройдем опасным. Какие-то росписи с обоих сторон, лужи под ногами. Что-то валяется здесь. О боже, накидали, мусорку сделали. Ё-моё. Так, куда мне, чтобы уйти-то, пройти туда или сюда? Сюда, наверное.
А посмотрим. Здесь суховато. Раньше тут, я помню, вот тут этих гаражей не было. И тут большое-большое озеро было. На нем катались на этих таких досках, плотах. Сколачивали и катались. А тут лужа. И как раз напротив вот здесь вот 23-я школа города Якутска, средняя. Ну, естественно, вот такие уже, вот такие ямки, они все водой они начинают заполняться. Вот улица Халтурина, если туда идти, можно дальше пройти по ней. Ну, вот так вот, уже по бордюру уже не пройдешь, потому что он затоплен таким вот образом. Как нам тут пройти-то, а? Тут грязь, лужи. Вот эти машины проезжают и обрызгивают всех подряд грязной водой. Здесь тоже, смотрите, грязный какой. Все грязные. Ох. Дворики якутские вот такие вот. Так, вот еще тут лужки. Ну, их тут, я думаю, бесконечное количество этих луж. Ну, тротуары. А, вон с той стороны тротуара. Здесь вот такая вот. Тут посюда лучше не ходить, конечно. Идем дальше. С вами по улице Халтурина. Тут видим, кто-то песочек подсыпал. Вот видно, да? Чтобы, видать, луж не было. Ну, вот тут какая хорошая. В принципе, дорога-то ровная. Но все равно лужа образуется. Довольно таки. Ох, прыгать надо. И тут грязь. Главное на грязи не подскользнуться. А то будет крышка капец, как говорится. В грязь, еще в этой все извозишься и в воде. Ну что, пошли дальше. По улочкам. Вот это улица Лермонтова, как бы. Что-то непонятно, мусор выкинули, не убирают. Такой же рельефчик. И по идее должны все это тут заасфальтировать. Как-то, ну, вот такая грунтовочка. Естественно, она, когда начинают осадки у нас, это все тут в лужках. Ну, интересно. Ну, наверное, на очереди она будет сделана в каком-то году. Проблем-то в городе много, как бы за раз все не решить. Где-то решаются проблемы. В общем, а где-то вот так вот. Все. Ну, там какая лужа большая, здоровая, на Лермонтова. Мы сюда пойдем. Так, кому интересен Якутск, могут посмотреть, как он выглядит. Сегодня у нас 22 августа. Что мы видим от улицы Дзержинского? Выходим, и тут лужа такая, где автобусная остановка, как раз хорошая лужа, и здесь все в этом вот так вот. Здесь хорошо есть указатель вот такой, вот, смотрите, который указывает, сколько времени до какого-то автобуса. Так, перекресток Дзержинского, Лермонтова. Ох, как они брызгают, да, замечательно. Несутся, прямо там яма, вода, и бух. Ох, все классно, на скорости. Эх, несутся, ё-моё. 4, 3, 2, 1, пошли. 19-секундный переход. Ох. И тут еще нормально, в принципе, нормально. Нету этого кошмара, который бывает иногда с лужами. Потому что я говорю, дождик все там сейчас идет. Но здесь зато, смотрите. Так, все полностью в воде. Придется идти по такому бордюрчику. Хорошо, бордюрчик есть. Широкий, не поскупились. Дальше тоже проходим, тоже лужа. Ну, в сапогах, в принципе, по барабану, да? В сапогах, если. Но так в обуви обычно
Сложно ходить, конечно. Ну вот, все. Небо, все в этих облаках у нас. Короче говоря, когда этот дождь кончится, непонятно совсем. Совсем непонятно. Сейчас хотел бы, что я вам показать под конец. Тут библиотека Белинского. Белинского вроде бы, да? Ага, вот она, библиотека. 135 лет, кстати, ничего себе. Здесь вот цветочки у них, конечно, такие красивые. Видите, как все высажено. И здесь вот памятник читающему человеку. Дерево, вот на этом ветке. Там птица на самом верху, да, она тоже даже читает книгу. И снизу вот человек сидит, который книжки читает. Ну все. Всем пока. До новых встреч. По скрипту. Ну еще вот, смотрите, все затекает, лужи. Еще лужи. Вот они, лужи у нас. Ой-ой-ой. Короче, надо завтра сапоги, если дождь не кончится, завтра понедельник, сапоги точно одевать. Чтобы не снять. Ох, какая вот тут вот целая лужина вот такая, на Попова образовалась. Вроде бы дорога недавно была, но вот водостоков нету, дренажной системы нормальной. Поэтому вот такая тут образуется хорошая лужа, смотрите, ух, и там еще ямина какая-то. Если в ямину, о, вообще класс, супер.